Можно? Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители, дорогие учителя. Мы продолжаем наши занятия, и мы сейчас начинаем урок «Маленький журналист». У нас вот интересные такие онлайн-встречи начинали мы, и хотим вот продолжать в такой же форме наш урок. И до сих пор вот с нами была одна из наших участниц нашего урока, была Саида Мухамедзянова. Она откуда была? Откуда была? Арина? Арина куда-то ушла. Так, она была из Республики Татарстан, и вот они с Рушаной Валеевой нашей, они большие друзья, я так поняла. И вот сегодня на наш онлайн-урок встречу мы пригласили Рушану Валееву. Давайте мы ей поаплодируем, похлопаем все. Покажите мне ручки ваши. Так, Арина куда-то ушла. Арина появилась. Так, молодцы. Узнаем Рушану Валееву. Рушана Валеева, она участница тоже шоу «Голос» 7-го сезона. Рушана, мы приветственное слово только скажите сначала, а потом мы включим, наверное, ваше выступление, а потом уже будем продолжать наш разговор. Всем привет. Вот так, помахайте. Привет. Так, Рушана, сейчас мы, наверное, пусть ребятам станет еще интереснее, чтобы стало интереснее, давайте мы подключим вот первую демонстрацию экрана. Сейчас мы поставим ваше выступление. Начало. Да, открывается. Сколько можно лететь, сколько можно бавить слова, но мне не детей. Меж пятов не плетей, пробивается кричит трава, и я живу. Дай ты руку, відступить ти світлота і підурі. Я ж бачила, я зрозуміла, знав, все не буки, усе не так, але ти обіцяй мені, що завжди горітиме світло в твоєму вікні. Обіцяй мені, а й навіть не сподівайся, що завтра негайно не відворотно відбудеться. Обіцяй. Обіцяй мені. Цей світ речей, а речі горіти, вже тут, у тому горі, ти на голос мій, ти на голос мій. Обіцяй мені, що завжди горітиме світло в твоєму вікні.
уважаемые ребята, вот мы увидели Рушану Валееву. Она была голос в проекте 7-го сезона. И представляете, вот она теперь рядом с нами. Мы можем задавать ей вопросы, услышать ее, попросить, чтобы она еще раз нам спела вживую, да? У кого какие вопросы будут, и посмотрите, вот какая вот она красивая, Рушана Валеева. И всегда вот она в своей такой узнаваемой шляпе, это ее как бы уже стиль, да? Спасибо, Рушана, что вот согласилась на встречу с нами, и нашим ребятам, девочкам, всем спасибо. Они вот в воскресный день вот так вот приходят к нам на онлайн-встречу все, занимаются. Молодцы, девочки. Мальчики тоже есть, по-моему, Оскар тут видно. Ну, давайте слово дадим Рушане. Рушана, давайте мы сначала познакомимся с вашей биографией, с какого района вы, как вот, какое образование получили, где получили образование, и откуда вот у вас такой талант. Я из Ургазинского района, из села Тлубазы родом. Вот. Сейчас учусь на прикладной математике в университете на 3-м курсе. Вот, совмещаю математику. Учусь в Москве. В университете учусь в Москве, да. Сейчас, в данный момент у нас дистанционка, как тоже вот как у вас у всех, поэтому я пока приехала обратно к родителям домой. Тоже неплохо, да? Да, конечно. У родителей всегда хорошо. Да, вот. А музыкой, с самого детства занимаюсь, потому что в семье всегда звучала музыка, и разная, и народная, и эстрадная, и рок, и поп-музыка. И папа играет на гитаре и поет, и брат тоже занимается музыкой. Вот, поэтому меня тоже в это втянуло. Ну, Рушана, вы сейчас сказали, что вы сейчас занимаетесь как бы в области математики. А как вот связать искусство и математику? На самом деле, именно музыка и математика, у них есть много общего. Вот, если совсем углубляться вообще, что такое музыка, что такое ноты. Вот, лично для меня вообще математика и музыка, они так дополняют друг друга, потому что в музыке я там в своих мечтах улетаю куда-то далеко, а математика помогает мне оставаться приземленной, вот, и, скажем так, более, в общем, жить сегодняшним днем. Ага, спасибо. Так, девочки, мальчики, у кого какой вопрос есть? Есть вопросы? У Арины, наверное, всегда. Арина? Так, Оскар, есть у тебя вопрос? Оскар, Айзиля, Арина. Здравствуйте, а вы волновались, когда выступали? Молодец. Да, конечно, волновалась, особенно в первый раз, потому что ты поешь, в спины наставников, пока они не поворачиваются, вот, и тебе нужно вот петь, играть на гитаре, а они в это время еще разворачиваются, а ты радуешься и не знаешь, как допеть песню, вот, и вот эта волна эмоций захватывает тебя. Ну, еще, когда вот вы же 2 раза участвовали, когда была, подростком и уже во взрослом голосе, да? Вот какая вот разница для вас? Где легче показалось? Или обоих там конкурс, есть конкурс, да? Я бы сначала, получается, на детском голосе пробовалась, и там не прошла, вот. Слепые прослушивания, конечно, грустила, даже плакала в подушку, вот. Но Там нет. с какой песней вы выступали? Там я пела песню Аллы Пугачевой «Я знаю, все еще будет». Ага. Ну, песня-то, она все равно как бы доказала, что в будущем вы еще раз пришли и уже знали, что будет еще в будущем, да? И такое случилось, что победа. Ага. И? Во взрослом голосе, конечно, был страх, что вдруг опять не повернуться, и будет очень обидно. Но, слава богу, повернулись все наставники, и все было хорошо.
Мгм. Так, ну, давайте мы чуть-чуть, вот один куплетик, наверное, только дадим, где вот видео слепые прослушивания были, но с этой песни, которая... Так, сейчас. Знаешь, все еще будет, ветер еще подует, снова еще наколдует, и память перелистает, светится нас заставит, светится нас заставит. И еще меня на рассвете губы твои разбудят. Счастье, что нам может длиться. Так, вот прослушали, да, чуть-чуть? Понятно? Все еще будет. Это первое ее выступление было, а уже следующее во взрослом голосе. Какая песня вам принесла успех? Песня на украинском языке «Пообещай мне» называется. Ага, «Пообещай мне». Тоже вот название очень красивые, да, песни. Так, у Арины, по-моему, появился вопрос. Арина? Так, у нее вот с связью, по-моему, что-то не то. Так, у Русалины, может, есть вопрос? Азиля, есть вопрос? Так, Русалина, пожалуйста. А почему вы выбрали именно эту песню «Пообещай мне»? По душе, Спасибо за наверное. вопрос. Да. Ну, так получилось, что мне эту песню вообще предложил мой, скажем так, музыкальный, как это сказать, Да? музыкальный друг, вот, Поделитесь. Евгений. Он играет, если вы заметили, там не только я на гитаре играла, а еще я там сидел парень, который играл на таких волшебных тарелках. Это музыкальный инструмент такой, он называется ханг. У него очень красивое звучание, и вот именно вот этот молодой человек, Евгений, он мне дал послушать вот эту песню еще давно, до «Голоса». Мне очень понравилась эта композиция, хотя я никогда ни разу в жизни не пела на украинском языке, но мне очень мелодично показалась песня, и мы ее разучили вместе вот с ним. Он на ханге, я на гитаре. И так получилось, что уже на слепых прослушиваниях есть специальные люди, которые для тебя выбирают, ну, песни. То есть ты им предлагаешь какие-то песни, вот я хочу вот это исполнить. Они из этого списка выбирают. Вот. И так получилось, что я предложила эту песню в том числе, и они выбрали именно ее. Понятно. Спасибо. Так, еще? Оскар, есть вопрос? У меня вот Да. вопрос. Ага. Рушана, кто подтолкнул тебе участвовать в проекте «Голос»? Кто подтолкнул тебя? Самый первый Хорошо. раз вообще, ну, и когда в детском голосе я участвовала, это был самый первый сезон, и вообще никто не знал, как еще будет проходить это все. И показывали рекламу по телевизору. И я, ну, мне было 13 лет, я думала, ой, здорово было бы, конечно, поучаствовать, но, наверное, я не смогу, я плохо пою, я не того уровня, думала я. Вот. Потом поехала в детский лагерь, в котором подружилась с ребятами, много выступала тоже в этом лагере, пела. И мне все ребята и знакомые, и друзья говорили, давай вот детский голос, тебе нужно обязательно подать заявку. И в итоге так получилось, что я как раз приехала с лагеря там, в конце августа и буквально в последние дни подала заявку и прошла. Успешно все получилось. Молодец, спасибо за ответ, спасибо. Спасибо. Так, у Оскара еще и появился вопрос. Оскар, пожалуйста. Какая у тебя песня любимая? Вот такой хороший вопрос. Их, наверное, очень много. Каждый близко. Ну, наверное, самая любимая. А кого вы выбрали из наставников, Рушана? Сейчас, насчет песни пусть скажет сначала. Ну, Все песни. Все песни, наверное, да, близкие.
Алло? Ну, одну из них скажите, Подумаю. подумайте. Ну, Может быть, еще был вопрос, еще наставник. наставник, я попала в команду к Сергею Шнурову. Мгм. Спасибо. Сейчас, может быть, один куплетик только нам исполните вживую, какую-нибудь песню Давайте любимую. Вот мы спою. поймем, которые ваши любимые песни. Я спою песню на татарском языке, которую после детского голоса вот, в волне эмоций специально для меня написала уважаемая Дифа Нагаева, композитор, автор песен. Вот, Землячка подарила ваша. мне песню, да, наша землячка, моя землячка. Вот. Сейчас. Пожалуйста. Dərəstəbəqəstəqəl kibir Şəşəklərdəgənə tinkurib Üstürdəgəz bizni yaratıp Balam deyip üzülüp can atıp Yoğaltmasaydı ətiyəni Sizin tırışlıqlarınızı Şadlıqlar ғана кетерсін Бәхетле итеп күрүләр Яраткан улыгызны Яраткан кызыгызны Мин чәчәктәй әни кочагында Әни күзләреннән төс алам Тәрбиядә күтәреләм көлдәй Әти йөрәгеннән көч алам Шау чәчәктә генә булсын иде Гөл үскән тәрәз төпләребез Бәхетле итсен улыгыз Бәхетле итсен кызыгыз Үстергән гөлләрегез Үстергән гөлләрегез Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, аплодисменты, пожалуйста. Девочки, аплодисменты, спасибо большое. Песня Дифы Нагаевой звучала про родителей, про любовь к родителям. Спасибо, Рушана. Кстати, родители ваши ведь тоже с области искусства, да? Я знаю, вот отец с области культуры. Можно познакомиться с вашей семьей, если можете. Папа у меня, долгое время работал в сфере культуры, вот, и поет, играет на гитаре, тоже занимается музыкой, вот, а мама у меня работает врачом. Угу. Мама врач, отец в области культуры. Рушана сама поет по зову души и уже выбирает профессию, конечно, с области математики, экономики. Молодец. Видите, какая вот обширный такой круг, да? Спасибо, молодец. Рушана, что вот у вас все-таки изменилось ли ваша вот жизнь? Приглашает вас куда-то после участия в «Голосе»? Да, конечно, начали, приглашать на различные мероприятия, и регионального уровня, и федерального тоже бывало. Вот, и спасибо вообще, конечно, республике и как бы людям, которые приглашают меня на разные мероприятия, благотворительные в том числе. Вот. Так, вот Рушана выступала с Саидой. Давайте мы заодно посмотрим. Так, Саиду мы уже знаем, да? Так. Саида Мухамедьянова, вот у нас она тоже была на встрече, она вот выступала с ней. Это на ее концерте, да?
Она вас приглашала? Ой, Рушана, вы же сами приглашали ее? Да, это мой концерт в Казани. У меня проходил сольный концерт в Казани. И я пригласила Саиду спеть со мной песню вместе на Да, татарском языке. красивые, красивые наши девочки. Молодцы, талантливые. Так, вот она. Это где выступление ваше? Это выступление в полуфинале «Голоса». Полуфинал, да? Мгм. Так, всем видно, да? Так, вы еще играете на каких инструментах, Рушана? Я окончила музыкальную школу по специальности скрипка. Вот. Брат меня научил играть на гитаре. И еще есть такая маленькая гавайская гитара. Вот, может, ее там видно. Она такая синенькая. Вот. Еще на ней немножко играю. Ну и совсем чуть-чуть тоже на фортепиано. Мгм. И вот здесь вот ребятам вам видна вот фотография Рушана Валеева, рядом Марсель Сабировым, да? Да, да. Марсель Сабиров и с министром нашей культуры нашей республики, с Аминой Шафиковой. Вот, может быть, я почему вот это хочу отметить, ребята наши занимаются, вот, это у нас занятие маленький журналист, в будущем, если у нас появятся ребята, которые будут работать в области журналиста, они должны знать, они должны быть информированы. Вот Марсель Сабиров у нас тоже участвовал в проекте «Голос», Рушана Валеева и вот министр культуры Амина Шафикова. Она знает всю информацию, всю нашу культурную жизнь республики. Может быть, в будущем среди наших вот участниц сегодняшней встречи появится кто-то из вас станет министром культуры, кто-то из вас станет журналистом, кто-то поэтом. И поэтому вы сегодня должны знать, сегодня должны собрать ваш багаж и быть информированы. Вот поэтому я остановилась вот на этой фотографии. И молодцы, что все собрались. И, Рушан, есть еще вопросы? Ребята, вопросы есть еще? Так, и еще я бы хотела отметить, Рушана, так, Оскар, у Оскара появился вопрос. Оскар, мы тебя слушаем. В каких ты была странах? Так, В каких странах ты была? Ага, хорошие вопросы задаешь. Да. Спасибо. Я была во Франции, даже успела. Это было, когда... В общем, я выложила в интернет свою песню одну, кавер свой, на песню Санни, может быть, знаете такую? Sunny, yesterday my life was filled with rain. Вот. Мы с папой перевели ее на русский язык и сделали ее в русском народном стиле. И этот кавер заметили французы, создатели телевизионного шоу во Франции. И они за свой счет пригласили меня на съемки туда. И получилось, что вот на 2 дня мы с мамой слетали в Париж. И это вообще было, конечно, мы не верили. Первое время мы вообще думали, нас разыгрывают, это мошенники, наверное, какие-то. Вот. И мы слетали в Париж. Вот. Еще я была с хореографическим коллективом. Я еще танцами занималась во время школы. Мы ездили, летали в Болгарию на конкурс. Вот. Ну, еще Египет тоже с родителями. Вот. А Чудо еще какое. один раз, да, меня пригласили выступать на свадьбе, петь вместе с Сергеем Муштой, который был в «Голосе», на свадьбе в Армении. Вот. И мы... Первый раз я была в Армении, тоже очень колоритная страна, и вообще здорово, что можно совместить музыку и такие мини-путешествия. Да, и жить всегда интереснее, да? Так, Айзиля, вопрос какой? В каких музыкальных инструментах вы играете? В каких музыкальных инструментах вы играете? Она начала со скрипки, по-моему. Да. Ну, со скрипки я параллельно играю еще на гитаре, чуть-чуть на фортепиано учусь сама. И вот есть маленькая вот эта гитарка, я уже говорила, вот если видите, укулеле. Она совсем маленькая. На ней Ага, чуть-чуть так. играю. Русталина, вопрос тоже. Вы были на этапе НКУТ.
где исполнили песню Ольги Бузовой. Аня Лорак назвала вас ангелом во полости. Вы были уверены в этих словах или сомневались? Ну, на самом деле, я очень критичный к себе этот человек, вот, и поэтому каждый раз, когда меня кто-то хвалит или когда кто-то искренне пишет, что ему нравится, как я пою, для меня это каждый раз, наверное, все-таки неожиданно и приятно. Поэтому, когда и Аня Лорак сказала такие слова, было, конечно, очень приятно. Но я знаю, что мне есть куда стремиться, вот, и в музыкальном плане, и в моральном тоже развитии каждый раз, вот. Так что как-то так. Спасибо за интересный вопрос. Так, у Арины еще вопрос. Спасибо, Рушана, за ответы хорошие и вопросы такие интересные. Арина? Эх, Арина, тебя не слышно? Звука нету теперь. Напиши. Арина, напиши. Звука нет. Мы тебя не слышим. Так, спасибо. Вот, значит, ребята, если цель поставить, значит, можно, если еще стараться, можно добиться, да? Так, молодцы. Так, что-то не видно, Арина. У меня... Арина пишет, так, да, у вас есть свой фан-клуб? Арина спрашивает, у вас есть свой фан-клуб? Ну, фан-клуба у меня нету. У меня есть просто группа ВКонтакте, где я выкладываю свои песни, вот, и люди, кому нравится или кому-то что-то не нравится, они сразу пишут комментарии, оставляют свои, вот. Ну, вот мы с вами, да. И еще, Рушан, кто вот, если вдруг вот среди наших детей кто-то захочет себя пробовать в таких больших проектах, какие советы будут у вас? Я бы сказала так, что нужно понимать, ну, в чем ты чуть-чуть отличаешься от других, в хорошем смысле, в чем твоя изюминка. Потому что сейчас много вообще ребят, и взрослых, и детей поют. И очень много вообще вокалистов, и можно, ну, как сказать, затеряться, что ли. Вот, поэтому нужно понять, в чем ты особенный, в чем ты уникальный, в чем твои сильные стороны, и вот именно на это концентрировать внимание. Вот. Ну и самое главное, конечно, не бояться и верить в себя. И даже если у вас что-то не получилось, это ничего не значит, потому что это просто ну, телевизионный проект. То есть просто по телевизору показывают, не всегда. Там такие же люди сидят в наставниках, в жюри. Они могут ошибаться, если они вас, например, не выбрали или еще что-то. Вот, поэтому, если вы любите свое дело, надо его делать, стараться, каждый день прикладывать какие-то усилия. И главное, просто любить то, что ты делаешь. Без труда успеха не бывает. Спасибо. Спасибо большое. И мы, конечно, ваше время много заняли. Рушана, есть еще время на песню? Можно одну песню? Давайте я спою на русском языке свою авторскую песню. Давайте послушаем песню. Спасибо, Рушане. Слышно так гитару? Да, хорошо слышно. Тебе не сидится спокойно на месте, в твоих волосах копошится и прячется ласковый ветер. Твоими глазами смотрит в окна весна, и ты не одна, нет, ты не одна. Ты любишь дороги с асфальтом, с брусчаткой, поросшие мхами,
И желтой лапчаткой ты рвешь незабудки, слагаешь поэмы. Тебе так легко и так хочется в небо. Падали листьями, глупыми мыслями детские мечты. Но, невзирая на всю непогоду, мы их сберегли. Я так хочу, чтоб распустились паруса, и мы сбежали бы туда, где солнце свет в твои печальные глаза зальется счастьем, и тогда мы споем пам-пам-пам, пам-пам, па-па-па-пам, пам-парарара, пам-пам-пам, пам-пам. Мы споем. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо, Рушана. Успехов вам в дальнейших творческом плане, и в учебном тоже, и вообще в личной жизни. Большое вам спасибо. Вы всегда такая нежная, как прямо хрусталик. Всегда голос такой нежный. Спасибо. Всегда спокойная такая, как будто вы совершенно не волнуетесь. Спасибо. Так, все вместе давайте скажем спасибо. 3-4. Спасибо. И похлопали. Спасибо. Спасибо. Удачи всем. Спасибо, Рушана. Спасибо. Вы куда-то торопились, поэтому мы вас, наверное, отпускаем. Но хотелось бы еще, конечно, дальше продолжать, потому что у детей вот еще появляются вопросы. Но вы, наверное, ребята, напишите заметку, и, может быть, в будущем уже в контактах, может быть, ваши вот друзья еще добавятся, если можно. Да, Рушана вас добавит. Обязательно. Я отвечу на все вопросы. Угу. Спасибо огромное. Всем удачи большой. Пока. Пока. Все показали ручки. Айзеля. Спасибо. Пока.